Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о гибели людей на пожарах и в дорожно-транспортных происшествиях. Покажем мусоровоз, водитель которого сбил женщину на пешеходном переходе. В последний момент вот здесь вот красную шапку увидел и сразу по тормозам. И что осталось от двух иномарок после столкновения на перекрестке улиц Гвардейская и Аделя Кутуя. Главное, все здоровы, никто никого не сбил, не убил. А также арест за тонировку и задержание нетрезвого водителя, решившего съездить в магазин за добавкой. Чтобы вас не задерживать, сразу говорю, быстрее и спокойно езжайте домой. Это и не только прямо сейчас. 2 человека погибли в огне за выходные. В селе Усады Лаишевского района сгорел садовый дом. Во время разбора обгоревших конструкций дощатого строения обнаружили тело мужчины. Ему было 65 лет. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. А в Казани на улице Местная сгорел 70-летний мужчина. Пожар вспыхнул в одноэтажном доме. Дознаватели установили, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. 3 человека стали жертвами аварии за выходные в Актанышском районе. 61-летний водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. От полученных травм предполагаемый виновник аварии скончался на месте. А на трассе М7 того же района погиб 58-летний водитель микроавтобуса «Тойота». Предварительно он сам, не соблюдая дистанцию, врезался в заднюю часть грузовика, который ехал впереди него. В результате он скончался на месте. Еще 3 пассажира были госпитализированы с различными травмами. В Нижнекамске произошел смертельный наезд на 40-летнего пешехода. Он переходил дорогу в неположенном месте. Водитель «Лады» не успел среагировать. А в Зеленодольске трагедия произошла с 8-летним ребенком. Он попал под колеса автобуса. Как видно с записи видеорегистратора, мальчик выбегает на проезжую часть, и водитель не успевает среагировать. За рулем «Нефазы» был 30-летний мужчина. С начала года в Татарстане в авариях погибли 227 человек. Более 3300 пострадали. Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, пешеходам в темное время суток использовать при движении световозвращающие элементы. 60-летняя женщина попала под колеса мусоровоза на улице Беломорская. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент грузовик поворачивал налево. Ему также горел разрешающий сигнал. И, как признался водитель, женщина попала в слепую зону. Пешехода он просто не видел. Когда понял, что произошло, тут же остановился и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики приняли решение о срочной госпитализации пострадавшей. Она стукнулась головой. Водитель мусоровоза признался, ехал по улице Химическая и начал поворачивать налево на Беломорскую. Говорит, когда выезжал на перекресток, на пешеходном переходе никого не было. Но через мгновение услышал женский крик и увидел перед собой женщину. Вот она здесь пошла под машину, я ее не заметил. Буквально в последний момент вот здесь вот красную шапку увидел и сразу по тормозам и чуть-чуть ее толкнул. Ее толкнул, она упала на асфальт. Водитель сразу вызвал автоинспекторов и медиков. Последние оказали 60-летней женщине помощь на месте и приняли решение о госпитализации. Тем временем сам мужчина остался дожидаться сотрудников ГИБДД. Степень его вины будет зависеть от тяжести травм, полученных пешеходом. Написала Ниязова, Алмаз Зиаддинов, вызов 112. Один автомобиль Mazda не подлежит восстановлению. Машина осталась стоять на дороге. Volkswagen Polo хоть и был на ходу, но ему предстоит серьезный ремонт. Таксист после столкновения пересек трамвайные пути, снес дорожный знак и замер на остановочной площадке на перекрестке улиц Гвардейская и Аделя Кутуя. Только благодаря позднему времени людей там не было и никто не пострадал. Я руль целовал. Я еду, говорю, ты моя хорошая. Вот она едет, как хорошо, хорошо едет, много не требовала. Он ее очень сильно любил. Машина, говорит, хоть и не новая, в этом году Мазде исполнилось 16, но была в отличном состоянии. Печально, но пробег там всего 200, не крученный, ничего. 3 хозяина, я тщательно выбирал ее. В обалденном состоянии. Сам он проездил на ней чуть более 6 месяцев и предполагает, что больше этот автомобиль уже никуда не поедет. Насчет чинить я не знаю, я не мастер. Я не знаю, что здесь чинить-то вообще. Рассказывает, ехал домой утром вести дочь в детский сад. Двигался по Аделе Кутуя. Перекресток с Гвардейской надо было пересечь в прямом направлении. На светофоре стоял. Жду разрешающий. Терпеливо жду. Загорелся желтый. Перекресток пустой. Все, я начинаю движение, зеленый, бах. Ну, мне морду снесли. Скорости у меня не было.
Ну откуда у меня скорость? Я вот выехал, даже доехать до рельс не успел. Понял, что произошло, когда вышел из машины. Мазду развернул на 90 градусов. Volkswagen Polo, который двигался прямо по улице Гвардейской со стороны Ершова, после столкновения вылетел с дороги, пересек трамвайные пути, снес дорожный знак и замер на остановочной площадке. Только благодаря позднему времени людей там не было. Водители также от помощи медиков отказались. Немного рук царапал. Ну, ремень пристегнут был хорошо. И подушки были. Но подушки я даже не задел. Получается, меня же развернул, меня в бок больше потащило, чем вперед. Главное, все здоровы, никто никого не сбил, не убил. Всего лишь машинка пострадала. Это все наживное, так что ничего страшного. Случилось плохо, но то, что все живы, это хорошо. Таксист признался ему, что выехал на перекресток на разрешающий сигнал. Спорить с ним молодой человек не стал. Для этого же есть люди, которые разберутся, посмотрят, факты сопоставят и вынесут свой вердикт. А наше мнение кто будет слушать? Момент аварии, рассказывает водитель Мазды, был зафиксирован видеорегистратором, установленным в его автомобиле. Запись он готов предоставить на разборе в автоинспекции. Сирина Васильева, Дарья Кореева, вызов 112. 51-летнего водителя «Лады Калина» с признаками алкогольного опьянения задержали автоинспекторы при заезде во дворы рядом с перекрестком улиц Мавлютова и братьев Касимовых. Мужчина не отрицал, пил и просил не тратить время на все необходимые процедуры. При этом добавил, машины практически не пользуются, ездить просто некуда, достойную работу найти не может. В этот вечер впервые за полгода сел за руль, пешком идти в магазин за добавкой просто не хотелось. Сразу говорю, пьяный. Он не стал ничего скрывать. Признался, что пил перед тем, как сесть за руль. Задержали около дома, не успел разве что припарковаться. Прямо на глазах его матери. Женщина рассказала, сын живет вместе с ней. Пил весь вечер. Водку. Дома, что ли? Дома. Один? Один. Говорит, сын не работает. Машиной не пользовался уже около полугода. Ездить просто некуда. Желаемую им зарплату работодатели сразу не предлагают. А за меньшие деньги трудиться не согласен он сам. Живет на пенсию матери в 20 тысяч рублей. Она знала, что сын собрался в магазин, но не думала, что несколько сотен метров в пьяном виде решит проехать за рулем. Вон магазин. Зачем? За водкой, наверное, еще не хватило уже. Машина стоит уже полгода. Машина стоит сколько времени? Не трогал ее даже я. Он ключи до матери забрал. В присутствии понятых водителю предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови. Мужчина не понимал, зачем эта процедура, когда есть чистосердечное признание. Чтобы вас не задерживать, сразу говорю, быстрее и спокойно езжайте домой. По своим делам, там, в магазин. Впрочем, от теста не отказался. Прибор только подтвердил его слова. Результат 1,559. Это почти в 10 раз превышает допустимую максимальную норму. Чем это обернется, его мать прекрасно понимает. В 2018 году мужчину уже лишали водительских прав. А с рыбалки ехал, пил, выпил, где-то поймали. Водительское удостоверение восстановил в 2021-м. Рецидива и уголовной ответственности у него не будет. Но женщине от этого не легче. Понимает, вся финансовая нагрузка ляжет на ее плечи. Опять деньги. Деньги брать тоже на пенсию 20 тысяч. За квартиру отдашь туда-сюда. Правнуку отдашь, он инвалид. Даю 3 тысячи, ничего не остается. Штраф за езду в нетрезвом состоянии составляет 30 тысяч, плюс расходы на эвакуацию автомобиля и услуги штрафстоянки. То, что ее сына от 1,5 до 2 лет лишат водительских прав, женщину волновало меньше всего. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, вызов 112. К 5 суткам административного ареста приговорил Вахитовский суд 27-летнего водителя Kia Rio, которого остановили автоинспекторы на улице Тукая в Казани. Внимание сотрудников ДПС привлек его автомобиль. Стекла были слишком темные. Как показала проверка, они пропускали только 5% света вместо положенных 70%. Вскоре выяснилось, что в течение года молодого человека уже привлекали к ответственности за несоответствующую нормам тонировку передних стекол. Тогда он заплатил штраф в 500 рублей, но нарушение не устранил, за что и был арестован. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.